Доброе утро, Якутия! Доброе утро, наши дорогие телезрители! На календаре 17 августа, день недели, четверг. Как мы видим, дни летят быстро, а вместе с ними и наше лето. Буквально ровно через 2 недели в школах начнется новый учебный год, а остальные начнут новый трудовой сезон 2023-2024 года. Ну а мы по-прежнему каждое утро стараемся вас заряжать энергией и бодростью. И вот что мы сегодня для вас подготовили. В Национальном художественном музее продолжает свою работу временная выставочная экспозиция Ивана Шишкина. Если у вас нет возможности посетить эту уникальную выставку, то можете сегодня посмотреть наш выпуск, где в рубрике «Музейный гид» мы расскажем о работах этого художника. Далее здесь же мы расскажем про профессию реставратора, узнаем, какие цвета будут в тренде этой осенью, а в рубрике «Советы стилиста» узнаем, как провести выходные в красивом наряде, чтобы выглядеть сногсшибательно. Традиционно покажем рубрику «Пусть мама придет» и афиша. Ну а после этой рубрики разыграем 2 пригласительных билета в кинотеатр «Центральный». Розыгрыш будет проводиться среди наших подписчиков телеграм-канала. Так что если вы все еще не подписались, то сделайте это незамедлительно, и, возможно, именно вы сегодня станете победителем нашего розыгрыша. Ну, давайте начнем и первым делом узнаем, какая погода за окном. Сегодня по состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была +7, +14 градусов тепла. В заречной группе Улусов 14-15, в южных 9 градусов. В Вилюйской группе +7, +11, в Нижнеленских 10-12 градусов, в западных районах +10, +15. В Колымо-Индигирской группе Улусов от 8 до 14 градусов тепла, в Янских +8, +13, на северо-западе республики 7-13 градусов выше нуля. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла +14 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса. Ну а сейчас мы предлагаем вам узнать, какие праздники и знаменательные даты отмечаются на календаре в этот день. На календаре 17 августа сегодня отмечают День благодарности черным котам. День ванильного заварного крема. По народному календарю 17 августа праздник Авдотьи Малиновки. В данный период в лесах зрели ягоды дикой малины. Также в эту дату считали последним днем для сбора урожая огурцов, потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут горчить. Погода 17 августа прогнозировала, каким будет ноябрь. Если день выдался душным, это сулило затяжные мелкие дожди. События в этот день. В Англии был открыт фотосинтез. По велению императора Николая I в 1836 году в Московском Кремле был установлен царь-колокол. В этот день в Москве был открыт стадион «Динамо». В 1961 году в СССР создана система гражданской обороны. Советский атомный ледокол «Арктика» первым из наводных кораблей достиг Северного полюса Земли. 17 августа в 1998 году в России был объявлен дефолт. Также этот день известен как «Черный понедельник». В этот день родились Антон Дельвиг, русский поэт, издатель. Елизавета Водовозова, русская детская писательница, педагог, мемуаристка. Матвей Захаров родился в 1898 году. Советский военачальник, маршал, дважды Герой Советского Союза, профессор. Олег Табаков, советский и российский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР. Николай Губенко, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель. Муслим Магомаев, советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, народный артист СССР. Роберт Де Ниро, американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премии «Оскар».
Именины в этот день отмечают Ян, Семен, Михаил, Максимилиан, Константин, Иван, Дмитрий, Денис, Андрей, Алексей, Ия, Ирина, Евдокия, Дарья, Арина. В Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова стартовал практический этап образовательного проекта «Школа лидерства». Мероприятие направлено на подготовку кадрового резерва женского движения республики согласно новой национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Обучение на практическом этапе пройдут около 70 участниц из городов и районов республики. И более подробно об этом проекте мы сегодня поговорим с руководителем Центра развития квалификации СФФУ, куратором этого проекта Галиной Сергеевной Соломоновой. Галина Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что это за проект и почему он целенаправлен на женщин? С чем это связано? Здесь я бы хотела отметить, что он направлен на женщин, прежде всего потому, что, как вы правильно заметили, в рамках вот новой национальной стратегии и, наверное, вообще вот это такая общая тенденция, если мы обратим внимание на какие-то известные образовательные организации, как тот же Сколково, РАНХИКС, Высшая школа экономики, везде реализуются программы, ориентированные на развитие женщин-лидеров. И мне кажется, что это связано с тем, что сейчас вообще происходит смена парадигм, ценностей, подходов к управлению, когда востребован какой-то переход от жестких типов, стилей руководства к более гибким. Да? И, конечно, вот то, что в разных национальных проектах нашей страны обращается внимание на повышение благополучия женщин, с этим тоже связано. Если мы возьмем национальные проекты и демография, и та колоссальная работа, которая проводится в рамках содействия занятости, там тоже уделяется очень большое внимание. Расскажите, сколько участниц вы набрали в проект? Здесь этот проект, я бы хотела отметить, что он реализуется в нашем университете под руководством президента нашего университета Евгении Исаевны Михайловой. И работа над подготовкой этой программы началась уже в феврале. И мы, конечно, ожидали, что эта программа найдет отклик среди женского населения, но не ожидали, может быть, даже, может быть, это неправильно, я сейчас говорю, возможно, это и прогнозировалось, но такой повышенный, очень значимый интерес со стороны женского населения к данной программе, он говорит о том, что многие женщины, они хотят реализовать свой потенциал. И эта нацеленность не только на профессиональную карьеру, но и желание что-то изменить и в своей жизни, и в своем профессиональном сообществе, в своем муниципальном районе, и в масштабах республики. Мы увидели по географии охвата, это представленность очень многих улусов, начиная от центральных улусов, заканчивая вот северными городами, и Якутск, и Нерюнгри, и Мирный, все они представлены, да, вот среди участниц. И вот такой вот колоссальный интерес и эмоциональная отдача от участниц первого очного блока, вот он подтверждает, что у женщин есть очень высокий потенциал, и профессиональный, и социальный, и они хотят его реализовывать и хотят развиваться. Этот проект реализуется впервые или ранее уже были подобные программы? Данная программа, она впервые реализуется, но в рамках программы развития нашего университета «Приоритет 2030», где одно из важных мест занимает развитие человеческого капитала университета, такие мероприятия уже проводились. В частности, мы в прошлом году реализовывали проект, который в рамках редизайна кадровых стратегий был ориентирован на работу с кадровым резервом. И особенность этой программы, вот настоящей этой программы «Школа лидерства» заключается в том, что мы можем сейчас говорить о том, что этот проект состоялся, и
имеет будущее. И вот это как бы костяк такой программы, дополнительной образовательной программы, куда будут вот наращиваться различные модули, которые будут ориентированы на развитие тех или иных, вот как сейчас говорят, либо soft skills, либо hard skills, и мягких навыков, и профессиональных компетенций. Если поподробнее о модулях именно, о подпрограммах, да, вот чему будут обучать, и ну, что будет, вот, чему будут обучаться участницы? Участницы будут обучаться, некоторые, вот первый поток уже прошел обучение, и следующие потоки будут обучаться по таким модулям, как типология политической культуры, основы, базовые знания основных конституционных прав гражданина, психология лидерства. Также у нас включен блок по имиджевым технологиям. Также и одно из важных мест занимает и блок, который ориентирован на проектную работу. А на каких площадках будут проходить курсы и что будет по итогам программы? Площадка университета. Он дистанционные курс, модули курса размещены на образовательном портале университета на онлайн-платформе. Люди сейчас могут тоже регистрироваться, проходить обучение. И помимо этого задействован также еще и цифровой инструмент, который разработан у нас в нашем университете. Это автоматизированная система поддержки принятия управленческих решений. Этот инструмент очень интересный. И участницы, которые и онлайн обучались, и те, которые приехали очно, они прошли такое независимое тестирование. Там есть блоки психологические, есть самооценка своего творческого потенциала, и также и тестовые задания, которые ориентированы на выявление вот таких знаний. И вот здесь надо сказать, что когда мы привлекли экспертов, и они проанализировали результаты, то выявленный ресурсный потенциал наших участниц, женщин-лидеров, так и их дефициты, которые они будут развивать. Галина Сергеевна, большое вам спасибо, желаем удачи проекту и всем участницам. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Якутия, доброе утро. Новости к этому часу. Правительство Российской Федерации утвердило порядок направления материнского капитала на получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет. Отмечается, что указанные изменения вступят в силу с 2024 года. Порядок учета дохода и формы для заполнения заявления приводится в соответствии с формой и порядком учета при назначении единого пособия. При этом социальный фонд сможет самостоятельно получать документы заявителей благодаря системе межведомственного взаимодействия, благодаря чему родителям в большинстве случаев не понадобится предоставлять дополнительные справки. Во вторник вступило в силу решение властей Вьетнама о продлении срока действия электронных въездных виз (e-виза) для иностранцев с 30 до 90 суток. При этом для граждан стран, имеющих соглашение о безвизовых поездках с Вьетнамом, срок пребывания увеличивается с 15 до 45 дней. Ожидается, что эта мера позволит создать более благоприятные условия для полного восстановления сектора страны после пандемии коронавируса. С 1 августа в России началась выдача электронных виз для граждан 55 государств. Ускорить процесс наведения порядка в общежитиях. С такой главной целью в студгородке Северо-Восточного федерального университета идет ремонт 6 общежитий. В 2 из них требуется замена всей сантехники и оконных блоков, а также косметический ремонт. Выделены средства из бюджета студгородка. Отметим, что зачисление студентов, старшекурсников планируется уже 22 августа. В настоящее время издают приказ о зачислении, чтобы принять студентов в срок. Сейчас у нас ремонт. Окна поменяли, и стены покрасили. Еще у нас это шкафы будут ремонтировать. Ну, и сантехнику, смеситель будет поменять. И электрикам тоже лампы, розетка будут. В комнате трехместные и двухместные есть.
Читальный зал в каждом этаже есть. Кухня, каждый отсек, этажах тоже есть. У нас пожарные сигнализации, видеокамеры, все работают по коридорам, есть у нас. Якутск принимает лучших шашистов страны. В столицу съезжаются спортсмены на первый кубок Килдархана по русским шашкам. Так, накануне прилетели гроссмейстеры из Иркутска. Сегодня стартуют соревнования, они продлятся до 20 августа. Общий призовой фонд турнира – 1 миллион рублей. Ожидаются масштабные игры, и они соберут 260 спортсменов из 17 регионов страны. Отмечено, что никогда ранее в состязаниях российского уровня не участвовало сразу 15 гроссмейстеров, 9 чемпионов мира и 30 мастеров спорта как российского, так и международного уровня. Это, наверное, один из самых лучших турниров в этом году. Вот, приехал по приглашению Федерации шашек Республики Саха-Якутия. Ожидания, приехал побороться, но состав очень сильный, поэтому победит сильнейший. Вот, тут загадывать очень сложно. Вот, но приехал встретиться прежде всего с друзьями, то есть поучаствовать в хорошем турнире, чтобы способствовало дальнейшему развитию шашек в Республике Саха-Якутия. 7-8 сентября в Якутске в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоятся 14-е международные соревнования по вольной борьбе, которые будут посвящены 95-летию заслуженного тренера СССР, СФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина. Розыгрыш призов юбилейного турнира будет проводиться среди зрителей соревнований по специальному билету, который будет бесплатно выдаваться каждому болельщику. Главным призом станет путевка на чемпионат мира по вольной борьбе, который состоится с 16 по 24 сентября в столице Сербии Белграде. Кроме того, будут разыграны и другие ценные призы от организаторов и спонсоров турнира. Напомним, что для граждан России действует безвизовый режим с Сербией. Для поездки вам потребуется лишь загранпаспорт. Возвращение «Мамонтенка» станет сиквелом легендарного советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Студия «Базилевс» планирует выпустить проект в 2026 году. Бюджет анимационного 3D-проекта составит 550 миллионов рублей. По синопсису, всеми любимый персонаж, которого может озвучить блогер и комик Евгений Кулик, отправится в опасное приключение, чтобы найти настоящую маму для своего отца. Режиссер и продюсер производства Антон Верещагин обещает создать оригинальный визуал, вдохновленный мультфильмами «Ледниковый период» и «В поисках Немо». Китайские ученые доказали эффективность зеленого чая для похудения. Он положительно влияет на состояние кишечника, что помогает прийти в хорошую форму. Об этом пишет издание Foods. При изучении вопроса авторы исследования провели эксперимент. Они посадили мышей на диету с высоким содержанием жиров. Это поменяло микрофлору их кишечника и вызвало набор веса. После этого мыши начали получать зеленый чай, содержащий полифенолы, кофеин, L-тианин. Исследователи заметили, что 4% экстракт зеленого чая регулирует содержание в кишечнике полезных и вредных бактерий, а это помогает бороться с ожирением. А ученые из Европейского общества кардиологов пришли к выводу, что одиночество является большим фактором риска сердечных заболеваний наряду с диетой, физическими упражнениями, курением и депрессией. Соответствующее исследование опубликовано в журнале организации. По словам автора, качество социальных контактов, вероятно, более важно для здоровья сердца у людей с диабетом. Ученый убежден, что людям не стоит преуменьшать значение одиночества для физического и эмоционального здоровья. В исследовании участвовали более 18 тысяч взрослых, которые использовали для оценки одиночества и других факторов. Как показало исследование, в течение свыше 10 лет у более чем 3000 человек развились сердечные заболевания, которые включали ишемическую болезнь сердца или инсульт. А ученые университета Абертай высчитали, кто быстрее признается в любви и как это влияет на людей разных типов привязанности. Эксперты обнаружили, что в разных странах и культурах мужчины быстрее сообщают о своих чувствах второй половинке. На решимость уходит примерно 107 дней. Женщины склонны ждать намного дольше, признаваясь в своих чувствах в среднем через 122 дня. Так, результаты исследования показали, что мужчины чаще признаются в любви первыми. Мысли произнести фразу «я люблю тебя» появлялись уже через 69 дней, а у женщин через 77 дней. Ну а сейчас мы прервемся на небольшую паузу.
Ну а сейчас настало время нашего розыгрыша пригласительного билета в кинотеатр «Центральный». Мы сегодня разыграем 2 билета на любой сеанс. И одним из основных условий является, чтобы вы были нашими постоянными подписчиками телеграм-канала «Утро Якутии». Можно сейчас, пользуясь QR-кодом, перейти туда и подписаться. Ну что, не будем тянуть время. Сейчас я озвучу вопрос, который сразу же будет продублирован в нашем телеграм-канале. От вас требуется только оперативность, и кто первым даст правильный ответ, тот и выиграет наш пригласительный билет. Итак, вопрос звучит следующим образом. В каком году и месяце распахнуло двери здание Русского театра в городе Якутске? Небольшая подсказка. Тогда зрительный зал состоял из портера на 300 мест и верхнего билетажа на 120 мест. А размеры сценической площадки позволяли ставить практически любые драматические произведения. Ну что, переходите в телеграм-канал, там также продублирован вопрос. И первый, кто даст правильный полный ответ, соответственно, получит 2 пригласительных кинотеатр «Центральный». Ну что, а теперь переходим к культурным новостям, и этот блок мы открываем нашей рубрикой «Музейный гид». Мы здесь продолжаем вас знакомить с временной экспозицией, посвященной работам великого русского художника Ивана Шишкина. В Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия продолжается выставка «Иван Шишкин. Живопись и графика» из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. В экспозиции выставки представлены не только живописные, но и графические произведения Ивана Шишкина, отображающие мастерство художника в этих 2 видах изобразительного искусства. Примечательно, что из Казанского художественного музея к нам в Якутию прибыло более 30 живописных произведений художника. Из собрания же Национального художественного музея Якутии выставку дополнило одно единственное произведение «Сумерки», которое сейчас находится за моей спиной. Это произведение художник написал в 1883 году. И интересно, что первоначальный вариант этой же картины находится в Казанском художественном музее. И сейчас у посетителей выставки есть уникальная возможность сравнить эти 2 произведения. Сам Иван Иванович Шишкин больше всего любил в своих произведениях изображать полдень, яркий солнечный день, когда все окружающее пространство залито солнечным светом. А переходные состояния, такие как рассвет или закат, в творчестве художника встречаются крайне редко, тем интереснее представленная картина. В этой композиции, которая, несомненно, относится уже к позднему периоду творчества художника, когда он отходит от ранней сухости своих первоначальных пейзажей и больше внимания начинает уделять передаче световоздушной среды. И, конечно, эта композиция, она подчеркивает и демонстрирует мастерство художника в передаче красок природы. Посмотрите, как мягкие сумерки буквально обволакивают все окружающее пространство. И несомненно, художник с большой любовью, с большой тщательностью и щепетильностью изобразил всевозможные травы, кустарники. И особое внимание он уделил горячо любимому дереву сосне. Вообще 3 дерева в творчестве Ивана Шишкина занимают особое место. Это дуб, береза и сосна, которую мы во всевозможных вариациях встречаем на его картинах. И вот в этой картине художник особенно тщательно прописал даже структуру коры деревьев и применил такой композиционный прием. Всмотритесь, самой рамой картины он срезал верхушки, кроны деревьев. И действительно, вспомните, когда мы сами в реальной жизни приходим в лес и смотрим на линию горизонта, макушки и кроны деревьев скрыты от нас, насколько высоко они уходят ввысь. И этот прием позволил художнику еще более достоверно и более величественно изобразить лес и все окружающее пространство. Приходите на выставку «Иван Шишкин. Живопись и графика», чтобы увидеть это произведение своими глазами. Ну а мы рады приветствовать всех, кто к нам присоединился. В эфире на каналах Якутия-24 на ВК Саха передача «Утро Якутии». И я думаю, что многие из вас сейчас собираются на работу. И для вас наша рубрика «Моя профессия».
где мы рассказываем об интересных профессиях и о людях, которые этим делом занимаются. Эта рубрика будет полезна выпускникам школ и будущим студентам. Благодаря нашему выпуску они могут узнать о тех или иных профессиях. И в этот раз мы вам расскажем о профессии реставратор. Доброе утро. Меня зовут Старостина Мария Николаевна. Я реставратор Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Я в профессию пришла случайно. В 2005 году были свободные 2 вакансии, в том числе в Центре сохранности библиотечных фондов. И я была принята библиотекарем 1-й категории с функциями реставратора. И при поступлении я вообще не знала, кто это такой, что за профессия. Через месяц я была направлена на обучение в региональный центр при Томском государственном университете. В мои обязанности входит реставрация редких книг. В основном это книги XIX века, начала XX века. Самая старая книга, с которой я столкнулась, это церковные книги были 1820 года, по-моему, было. Если говорить об этапах, то сначала осмотр идет предреставрационный, затем идет расплетение, разброшировка документа. Все документы проходят промывку в предреставрации, так как при промывке происходит вымывание водорастворимых загрязнений. Затем мы восполняем утраты на листах. Потом идет шитье блока, затем реставрация переплета. Иногда бывает 2 дня очень толстую книжку можно сделать, иногда 2 месяца очень тонкую, там 20-30 листов приходится. Для реставратора важны такие качества, как терпение, усидчивость и аккуратность. Для того, чтобы получить профессию художника-реставратора, нужно целенаправленно поступить в Суздальский филиал Санкт-Петербургского института культуры. Это единственное в стране учебное заведение, которое готовит художников-реставраторов. В фонде нашей библиотеки много книг, требующих реставрации. И я бы хотела, чтобы в наш центр пришли новые работники, молодые, со специальным образованием художника-реставратора. Покуда есть книги и читатели, наша профессия будет востребована. Еще не осень, но все же многие перед новым трудовым сезоном предстоящего года уже начали убираться в своих домах и готовиться к длинной зиме. А сегодня еще и четверг, который в народе называют чистым. И сегодня мы вам предлагаем провести в этот день генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей, навести порядок в сознании, а главное не паниковать. Из хаоса рождается порядок. Если у вас дома хлам, организора идет к вам. Именно с таким девизом приходит Евгения Нарьяна к своим клиентам. Добро пожаловать. Здравствуйте, меня зовут Евгений, это Нария, мы организаторы пространства. Айталина – современная горожанка. Несколько месяцев назад вместе с семьей переехала в новую квартиру. Признается, устала не от беспорядка, сколько от избытка вещей. Многочасовые уборки отнимают все силы, а самое главное – отнимают время, которое она хочет проводить вместе с семьей. Использую только нижние шкафчики. А из-за этого вот получается, что вещи, которые часто пользуюсь, как бы высоко. Поэтому я хотела бы попросить вас помочь, чтобы мне было удобно все это вытаскивать. Нельзя стыдиться приглашать профессионалов, чтобы они помогли организовать ваше пространство. Потому что в наше время, когда нужно все успевать, все очень быстро проходит, время для уборки или для уборки нужно затрачивать время поменьше. После осмотра кухни и оценки объема вещей организаторы приступают к работе. Специалисты помогают расстаться с ненужными вещами, а заодно создать индивидуальную систему хранения, чтобы человек мог сам поддерживать идеальный порядок. Все вытаскиваем и потом примерно смотрим, рассортируем на стекло, пластик, стаканы, посуда и так далее. И потом смотрим на шкафчики пустые. Расхламление и организация порядка в доме – главный принцип работы консультантов.
Руководитель Евгений Окороков, филолог с предпринимательской жилкой. Якутия первым решила освоить новое направление и не прогадал. Я сам люблю порядок, чистоту. Многие всякие передачи смотрели. По TLC же бывает, там, помешанные на чистоте, вот типа такого. И вот я, вдохновившись этим, читал очень много книг. Люблю порядок, люблю чистоту. И как-то вот само собой это все появилось, эта идея. Необычная профессия вызвала интерес, а главное – спрос на услуги. В Якутске организаторы уже помогли около 100 клиентам. В развитых странах специалисты по комфорту появились еще в середине 20 века, в США в 80-х годах. Создатели проекта – это люди с особой философией. А самым знаменитым специалистом считается японка Мари Кондо, которая популяризирует вертикальный способ хранения вещей. У нас есть еще гардеробная дочери. Хотелось бы тут тоже, чтобы организовали хранение, потому что тоже не совсем организовано. Однако порядок в гардеробной у хозяйки пока в перспективе. Сделать мир вокруг упорядоченным – не единственная задача. Консультанты помогают клиентам расстаться с ненужными вещами. Многие клиенты готовы отдать свои вещи на благотворительность, да? Какую-то часть выкинуть, какую-то часть нуждающимся отдать в этом плане. Ну а хлама, конечно, у людей бывает много, грубо говоря. На балконе хлама много, одежды много, на кухне ненужной посуды всякой, да? После нескольких часов работы на кухне – идеальный порядок. Довольная хозяйка с удовольствием принимает работу. Ведь главный принцип организаторов пространства один – оставь только то, что приносит радость. Ирина Григорьева, Павел Пахомов, Якутск. Ну а далее наш выпуск продолжит рубрика «Пусть мама придет», где мы рассказываем о детях, которые так нуждаются в родителях. Знакомьтесь, Виталий. Ему 8 лет. Я люблю рисовать, лепить. А в школе у тебя какие любимые предметы? Русский, литературное чтение, окружающий мир и технологии. Виталий старательный и усидчивый мальчик. У нас Виталий обходительный, легко выходит на общение с ребятами, старается учиться. Кроватку сам заправляет, на диалог хорошо выходит, любознательный, помогает в уборке. Ходит он на кружок у нас, лепить любит очень хорошо. Лепка – любимое занятие Виталия. Он сам придумывает то, что будет лепить, делая это с удовольствием и большой фантазией. Виталий добрый, открытый и любознательный мальчик. Он легко общается с людьми, проявляя живой интерес ко всему происходящему. Виталий стремится достичь поставленной цели. Нравится Виталию занятия в компьютерном классе, где он может также играть в любимые игры. Виталий общительный и позитивный ребенок. У него много друзей. А больше всего мальчику нужна дружная семья, любящие и заботливые приемные родители. Доброе утро, Якутия. Главные новости к этому часу. В Якутии объем ипотечного кредитования достиг 37 миллиардов рублей. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 41%. Количество заключенных договоров ипотечного кредитования увеличилось на треть, до 8 тысяч единиц. Для повышения качества ипотечного портфеля Банк России с 1 мая установил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Теперь банки будут строже подходить к оценке заемщиков. Это может снизить долю ипотеки с низким первоначальным взносом, а также ипотечных кредитах, выдаваемых гражданам, уже имеющим высокую долговую нагрузку. Сети 5G к 2035 году должны быть развернуты на отечественном оборудовании во всех городах России с населением от 100 тысяч человек. Также к этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Также в планах по реализации стратегии входит подключение к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств и социально значимых объектов со скоростью подключения не менее 1 гигабайта в секунду. В период 23-го и 30-х годов планируется завершить использование технологий мобильной связи третьего поколения 3G с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий.
разработать и внедрить российское оборудование стандарта LTE. По поручению главы Республики Айсена Николаева в Якутии разработана программа развития офтальмологической помощи населению. Благодаря этой программе идет постоянное обновление парка оборудования в Якутской глазной больнице. Весной клиника приобрела новое оборудование для лазерной коррекции зрения. В отличие от аппаратов предыдущего поколения, после операции при помощи фемтосекундного лазера восстановление пациентов занимает всего сутки, а сама операция длится не более 10-15 минут. Врачи клиники постоянно проходят курсы повышения квалификации и мастер-классы. На сегодняшний день при помощи нового лазера уже более 50 пациентов смогли попрощаться с очками и контактными линзами. Республиканский молодежный культурно-спортивный слет на Кубок Максима Амосова пройдет в Ламском районе с 17 по 19 августа, где примут участие около 200 человек. В рамках слета пройдут спортивные соревнования, встречи с известными людьми республики из разных сфер, посещение Республиканского музея истории государственности Якутии, а также вечер дружбы. Кроме того, пройдут обучающие семинары от Росмолодежи и встреча с представителем по работе медиа и коммуникации. Отмечается, что призеров слета наградят медалями, дипломами, а также ценными призами. Абсолютные победители награждаются переходящим кубком, дипломами и денежными сертификатами. Фестиваль «Сделано в Якутии. Выбирай свое» является уникальным комплексным познавательно-развлекательным мероприятием, на площадках которого пройдут культурно-выставочные и деловые мероприятия. Каждый участник фестиваля через свое дело, свой труд, через свои изделия и продукты покажет свою любовь к республике и расскажет о его особенностях. Фестиваль состоится с 25 по 27 августа этого года в Якутске на 3 площадках – ТР-Кружала, Старый город и площадь Ленина. В столицу съезжаются бойцы ММА. В Якутск прилетели команды из Иркутской области и из Бурятии. Спортсмены настроены на победу. Напомним, 18 августа в спорткомплексе «Триумф» пройдет международный турнир по ММА на Кубок главы Якутии. На ринге встретится 26 спортсменов из 10 регионов страны. Двое наших ребят выступают, они оба дебютанты, но в любительской лиге имеют большую заслугу. Яшар Жамбалов у нас заслуженный мастер спорта по универсальному бою, чемпион мира, Европы, России. Яшар Мамедов у нас мастер спорта по самбо, по дзюдо, он является чемпионом Кубка Сибири, различных соревнований. В общем-то, мы готовы на бой, готовились усердно, соперников знаем. Ранее с ними бились, пересекались. И, в общем, мы готовы. В общем. Приехал биться в полутяжелом весе до 97 килограмм. С парами я встречался уже, заочно знаком, так скажем, со своим соперником. Проверяли, смотрели, выстраивали тренировки, готовились. Надеюсь, что покажем хороший бой. И только вперед. На этом пока все. Оставайтесь с нами и хорошего дня. Сегодня в мире отмечается день секонд-хенда. В магазинах, торгующих бывшим в употреблении вещами, продается как одежда класса люкс со степенью износа до 5%, так и товары массового потребления. В комиссионках отовариваются люди разного достатка и принадлежности к социальной группе. От ценителей винтажных изделий, постоянных посетителей блошиных рынков до студентов, приобретающих подержанную одежду или обувь. И сегодня у нас в гостях Дарья Габышева, персональный стилист, человек, который подберет вам гардероб, используя все, что вам кажется и ненужным, и превратит все это в тренд. Ну а поговорим мы с Дарьей о секонд-хендах. Даша, доброе утро. Доброе утро, привет. Вообще, для начала хочу задать такой вопрос. Покупала ли ты когда-либо себе вещи в секонд-хендах? И если что-то купила, то если не секрет, на этой неделе буквально. На этой неделе? То есть на этой неделе я купила себе 6 вещей, за которые я заплатила 4000 рублей, и эти вещи были брендовые. Классные брендовые вещи. Это специализированный магазин секонд-хенд? Да, то есть в Якутске есть такой магазин, есть разного уровня, скажем так, да, они есть. Уровня именно, наверное, по организации самого магазина, да. То есть есть местечковые какие-то в социальных сетях люди свои вещи, да,
продают, есть те, кто организует там какие-то странички, как, ну, то есть как популярные, не знаю, да, приложения, которые мы знаем, да, где можно перекупить вообще все, что угодно, да. И вот, например, вот есть специализированные магазины, вот один из которых находится на улице Федора Попова, и, в принципе, он сейчас пользуется огромной популярностью. Вот там я как раз и была. То есть, ну, если человек захочет, он, в принципе, Да. через поисковые системы может Может найти. спокойно найти вообще, да. А в чем уникальность, на твой взгляд, таких магазинов? Во-первых, как раз-таки в том, что вещи, которые там есть, они чаще всего странные. Странные. Да, то есть почему вещи оказываются вообще в секонд-хенде, да? То есть в какой-то момент человек от них отказался. То есть либо по размеру, либо по дизайну, либо, знаешь, бывает импульсивная такая история. Купил, потом посмотрел и такой, типа, ну, что-то не то. Да? И потом те секонд-хенды, которые есть у нас, они из Европы приезжают к нам, соответственно, это где-то в Европе люди избавились от одежды, то есть сдали ее, а там очень это развито, то есть, да, сдали одежду, ее потом обработали в специальных каких-то средствах, и потом что сделали? Спрессовали, и потом просто килограммами, то и тоннами продают просто. То есть на развес? На развес, продукт. да, как продукты. И получается, что какие-то предприниматели, максимально просто, не знаю, интересные люди, которые решили, а почему бы нам это не продавать? То есть они проходят все эти процессы обработки и потом поступают в магазин. И, соответственно, там появляются странные вещи, которые просто из прошлого. А что сейчас происходит? Сейчас есть тренд на нулевые. Соответственно, когда ты приходишь вот в местный секонд-хенд в день поступления, там разные дни есть, в день поступления там объявление, что поступление, там очень много молодежи. Просто 15, 14, 16, дети просто такие какие-то прикольные, какие-то супермодные, и они вот из этого всего делают себе образы в стиле 2000-х. Это же прикольно. Еще же вещи там не так, что там всех размеров есть, они именно оригинальные, да, то есть да, по одной вещи. Да. Это как, наверное, поиск Эксклюзив, клада, да? Да, больше? эксклюзив, но есть и минусы, да, минусы есть. Вот при подборе таких вещей на что нужно обращать внимание? Первое, что нужно, это обращать внимание на то, чтобы вещь была актуальная именно для вашего гардероба. Самая большая проблема таких распродаж больших в том, что человек приходит, теряется вообще просто от переизбытка того, что на него поступает, да, много информации за дешево. И человек может от неопытности, от неразборчивости набрать очень много. Поэтому я рекомендую, как стилист уже, как человек, как эксперт в этом вопросе, проанализировать себя, свой гардероб, посмотреть, ага, я сегодня иду, ну, там, за водолазкой, за брюками и за там весенней курткой, ну, осенней, да, осенней курткой. Не вот. распыляться. Да, все, ищу только их, потому что если нет цели, туда можно прийти и застрять там на часов 5 просто, и потом купить кучу всего за недорого, а потом что ты будешь с этим делать? Ну, то есть снова куда-то сдавать, ну, то есть это будет вот такой вот процесс, ну, лишняя трата денег получается. А как думаешь, почему у нас все-таки вот, ну, секонд-хенды, они не так развиты? Ну, вообще, я думаю, что это как-то связано, опять же, с нашей культурой, да, что мы верим в то, что вещи имеют определенное свойство, дух человека, который его носит, да, и поэтому очень часто слышу, особенно вот на нашей национальности, да, что нет, это уже кто-то... Другая энергетика. Да, другая энергетика, это уже кто-то носил, нет, я не буду, и там не одалживают даже вещи, там, в случае чего, да, то есть не меняется, все только новое, только свое. Но тут тоже хочу отметить, что когда вы покупаете вещь в магазине, ее до вас тоже кто-то мерил. Ну, то есть нет такого, что вы ее взяли, и она просто, ну, то есть ниоткуда. То есть эта вещь висела там условно месяц в магазине, и каждый день ее примеряет потом 10-15 человек. Возможно, когда вы ее купили, она уже, ну, не такая и новая. Но бывает же так, примерил, такой говоришь, думаешь, о, классная рубашка, Да. а можно мне новую? Вот, да, вот так надо делать. То есть если у кого-то правда есть принципы, то вот так делать нужно. Ну, то есть, а это уже какие-то, знаешь, такие, ну, условно отговорки для того, чтобы так, ну, не пользоваться секонд-хендами. Но это тоже не для всех все-таки. Что касается безопасности для здоровья, то есть они вещи обрабатываются? Да. То есть это обязательное условие в именно не перекупа с рук, да, то есть у людей, а именно в секонд-хендах есть специальные процессы сертификации, то есть сертифицированных секонд-хендов в мире вообще в принципе немного. То есть тот, который у нас в Якутске большой есть, он как раз относится к сертифицированным, это федеральная сеть, соответственно, она имеет все лицензии на то, чтобы вот распространять одежду вторичного потребления. Как думаешь, секонд-хенд это про экологичность или все же про экономию? Я думаю, что в наше время это уже и даже про
индивидуальность какую-то, да, в том числе. То есть, да, экономия, конечно, но мне кажется, что больше это относится к экологии. Представляешь, если вот посмотреть, сколько одежды сейчас просто выкидывается и совершенно не эксплуатируется. По моему опыту, в среднем, там, я разбираю гардеробы женщин, да, 80% гардероба каждой женщины не эксплуатируется. То есть это просто вещи, которые были куплены в порывах каких-то определенных, и все. Поэтому, а потом эти вещи куда идут? Ну, если есть там родственники, дети, там, да, куда-то уезжают эти вещи. Но чаще всего это, опять же, учитывая нашу ментальность, просто груз в шкафу. Ну вот в Якутске, я вот слышал, проходят часто такие что-то типа ярмарок, гаражные распродажи, гаражная покупка. Это есть тоже, относится к секонд-хенду или есть какое-то отличие? На самом деле отличие как раз-таки в том, что нет обработки. Но зато ты видишь человека, у которого ты его покупаешь. И это тоже интересно, потому что купить вещи у кого-то интересного, какой-то личности, там, да, которая тебе нравится, то есть это тоже какая-то причастность, возможно, да. Или же, когда я делаю гаражные распродажи, организую, я всегда точечно приглашаю людей. То есть я знаю, что человек классно одевается, скорее всего, у него прикольные вещи, я говорю... То есть по своей... Да, я говорю, так, давай участвуй, у тебя по-любому там что-то есть клевое. И люди любят покупать. Я сама постоянно участвую в гаражных распродажах, приобретаю вещи. То есть на мне сейчас, на данный момент, все вещи вторичного потребления, то есть кроме носков и нижнего белья, да? Все остальное, то есть там вот эта обувь тоже приобретена там условно у моей подписчицы. Вот это вот здесь, эта вещь пошита, да, то есть перешита, это апсайклинг называется. То есть это мастерка? Да, это классическая мастерка, да, брендовая, которая дополнена другими вещами, то есть совмещены разные вещи в одну. И сарафан я тоже приобрела на гаражной распродаже у девочки за 1000 рублей. Вот так вот. Подводя такой некий итог, все-таки секонд-хенд это больше для людей, у которых недостаточно средств, да, чтобы покупать там, дорогую одежду, или все-таки это для модников? Я думаю, что и то, и другое. Да, потому что модники, они могут классно одеваться где угодно, хоть в люксе, хоть в секонд-хенде, потому что у человека есть свой внутренний стиль, свой стержень, представление того, что он хочет. Да, он пойдет, и он из чего угодно сделает клевый образ. Если мы говорим про экономию, и про это тоже, потому что в секонд-хендах, на гаражных распродажах можно купить даже нулевую одежду, совершенно новую, с биркой. То есть человек просто примерил, не мое, или заказал где-то в интернете, не подходит, сдал куда-то, и потом человек может ее купить. То есть это удобно, это правда экономит средства, и мы живем сейчас в такое удивительное время, мне кажется, когда уже не стоит, мне кажется, быть зашоренными в этом отношении. Ну, Дарья, мы вас благодарим за то, что вы посетили наш эфир. Напоминаем, сегодня день секонд-хенда, и мы общались именно на эту тему. Ну, а теперь давайте узнаем, какие киноновинки нас ждут на этой неделе в кинотеатре «Центральный». Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Приключенческая семейная фэнтези с элементами мелодрамы от небезызвестной студии Pixar. Снял картину режиссер «Лента облачно» с прояснениями и «Хороший динозавр» Питер Сон. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы. Действие мультфильма происходит в городе стихий, которые населяют элементали, представители огня, воды, земли и воздуха. Эмбер – огненный элементаль, знакомится с водным элементалем Уэйде. Конфликты и неприязнь сменяются у молодых людей взаимной симпатией. Но их дружба ставит под угрозу саму основу города стихий. Видишь? Он в восторге. Дисней Pixar. Элементарно. Молодежная романтическая комедия «Без обид». Главную роль в ленте сыграла лауреатка Оскара Дженнифер Лоуренс. По сюжету Мэдди находит работу по объявлению и за деньги начинает встречаться с замкнутым выпускником Перси по просьбе его родителей. Задача героини – раскрепостить парня перед поступлением в университет. Постепенно герои узнают друг друга с неожиданной стороны. Что у тебя там? Что-то для меня? За что? Без обид.
Также сегодня стартует премьера семейного фэнтези «Тайна волшебных часов». Энгель – застенчивая, неуклюжая и совсем обычная девчонка. Случайно она находит красивые волшебные часы, которые могут исполнить все ее желания. Внезапно Энгель становится невероятно популярной, но сделает ли новая жизнь ее действительно счастливой? Милая! Как поживаешь? Да, хорошо. Все супер. А что у вас там за грохот? У нас все под контролем. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Модный парень? Ну что, вот такие вот интересные кинопремьеры будут в кинотеатре «Центральном». Ну а мы, напоминаю, сегодня разыгрываем вот эти 2 пригласительных билета в кинотеатр «Центральный» на любой сеанс. И действует он, кстати, до 31 декабря 2023 года. Итак, был вопрос в телеграм-канале. Звучал он следующим образом. В каком году и месяце распахнуло двери здания Русского театра в городе Якутске? Подсказка: тогда зрительный зал состоял из портера на 330 мест и верхнего билетажа на 120 мест. Первый правильный абсолютно ответ нам написала наша постоянная подписчица и, по-моему, уже неоднократная победительница наших розыгрышей Ульяна. Мы ее поздравляем. Правильный ответ: 6 ноября 1941 года. И именно вот эти билеты Ульяна сегодня получит. Мы с ней свяжемся. Ну а завтра, друзья, мы также проведем розыгрыш, поэтому будьте не только на телеканалах Якутия-24 НВК Сахам, но и на нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Мы желаем вам бодрого начала дня, продуктивной работы и до новых встреч в эфире.